Всем привет! Скучали? Кассета поменяла пленку и готова поделиться апрельскими кадрами. С тебя лайк и подписка. С нас атмосферная подборка. И да, не перематывай, иначе без засветов не обойдемся. Попались? 1 апреля кто-то шутил про белую спину и развязанные шнурки, а кто-то баловался анекдотами. Главные пранкеры обменивались мемами, но только по-удмурски. Удмурта-мем – это о том, как Ди Каприо держит в руках перепечку, а Ник Оферман превращается из простого человека в Окшоры Адями. Ежедневно Даур ТВ постит удмуртские мемы. 2 года и более 200 образцов визуальной культуры, начиная с недовольного кота и Тейлор Армстронг и заканчивая губкой Бобом. Они отличаются на самом деле только наличием удмуртского языка. Это просто переводные мемы бывают. Но в том числе мы создаем, например, скриншоты из удмуртских клипов, из фильмов, и этим они, конечно, отличаются. То есть это именно надо знать контекст, надо знать удмуртские песни, над которыми там смеются, например, либо фильмы или клипы. Мем – это культурный ген или вирус. Разлетается он так же быстро, как и исчезает. Об этом рассказали лекторы ивента Александр Лаврентьев и Юлия Серго. Кстати, они дали лайфхак. Хочешь с кем-то подружиться? Узнай, какие мемы ему нравятся. Хорошие шутки сближают. А для знатоков интернет-юмора или КВНщиков мы нашли подходящую профессию – мемолог. Так что листай ленту и сохраняй пикчи с котиками. Допустим, шутки в сторону. Готовим зеленый чай, ищем своих сладких мальчиков и наблюдаем, как у КВН УДГУ открывается второе дыхание. Подловить любителей комедии удалось Дарье Чебаненко. Начинаем КВН. Для чего? Шутки кончились, двери закрылись. Лига КВН на какое-то время ушла в спячку. Но оживает весной не только природа, но и юмористы, которые будут пробовать себя в стендапе и импровизации. Кубок юмора – новый формат для университета. Потому мы спросили бывалых КВНщиков, что думают об этом они. Здесь стоит принимать во внимание все равно, что люди, которые сейчас будут играть в КВН, это уже другая молодежь, у которой другие интересы, и, возможно, формат КВН будет меняться, и это нормально, так и должно быть с течением времени. Есть какие-то классические вещи, но для того, чтобы уровень КВН рос, и чтобы играли в него люди, чтобы он был интересен, он не может не измениться. Сам КВН в формате КВН уже не так интересен, может, больше это стендап, либо это какие-то новые форматы выступлений. На самом деле у нас есть много людей, которые пытаются это поддерживать, но пока что это не может по-нормальному заработать, как я считаю, из-за правительства, которое не хочет поддерживать республиканский КВН, как мне кажется. Этот кубок, он разнообразен. То есть у нас есть ребята, которые чисто КВНщики, есть ребята, которые больше любят на импровизации сидеть и хотели бы попробовать себя в этой импровизации. Есть люди, которые в другом сильны, тот же стендап. Исторический процесс цикличен. Мы снова вернемся к КВНу, к тому старому, с командами, с веселыми ребятами. Я знаю, что там в Челябинске, условно, в том же самом, очень сильно развивается КВН сейчас. И параллельно там и стендап очень сильно развивается. И импровизация, и там какие-то комеди-форматы. Возможно, у нас нет людей, которые горят этим, чтобы это развивать. Это временная, я думаю, какая-то потеря. Я думаю, что Лига УДГУ вернется. Я не уверен, я не обладаю этой информацией, но возможно. Конец года – не повод забывать про внеучебку и полностью погружаться в курсач или диплом. Имитив, например, скучать с учебниками студентам не дает. Активисты организовали неделю института, где посоревновались в беге с преподавателями, провели тимбилдинг и зарубились в настолки. Прокачали и профессиональные скиллы, устроили встречу с работодателями из Тинькофф и Центра высоких технологий. Самых инициативных даже пригласили на практику. Завершилась неделя праздничным концертом, где подвели итоги и наградили отличившихся студентов. Жизнь внутри вуза кипит. Если ты еще не в нашей тусовке, не теряй время и переключайся на волны активного студенчества. А что-то какой-то квиз по самоуправлению будет? Под таким девизом прошла первая встреча председателей студенческих объединений вузов в штабе «Лифт». Зачинщиками стали активисты УДГУ. 6 раундов по принципу без телефонов. В режиме нон-стоп называли любимых героев – Бакс Банни, Нагиев и Бонифаций.
Прошлись участники и по истории студенчества. Вспомнили, когда открыли МГУ и узнали про традиции в Ельском университете. В перерывах ловили вайб под гач и подборку. Начало положено. Дальше более масштабные ивенты. Ведь, как завещал Корж, нам и горы по колено. В этом году Библия Ночь собрала студентов из разных уголков мира и познакомила их с культурой народов, живущих в Удмуртии. Первый этаж библиотеки на один вечер превратили в квест-комнату. Мистический дом с городскими легендами. А во внутреннем дворе устроили самый вкусный мастер-класс. Готовили перепечи. С удмуртскими традициями познакомил ансамбль Чипчирган. Учили национальным танцам и играм в стиле наших прабабушек. Любители рукоделия сплели манисту, а ценители настолок сыграли в мафию по мотивам удмуртских сказок. Под вечер залетели на площадку «Этносфера», где познакомились с представителями других национальностей. Закрепление культурных связей вместе с УДГУ – дан. Все, не отвлекаем. Впереди сдача курсовых и дипломов, а значит, пора искать гайд о том, как сделать их за одну ночь. Лови момент, участвуй в ивентах и собирай чемоданы на море. Увидимся совсем скоро. Мы придем, когда отцветет весна.